Ижемский район. Медики Коми не прогнозируют в этом году массовых отравлений грибами, хотя сезон по сбору дикоросов в этом году стартовал раньше, чем обычно. И зачастую любители свежих даров леса попадали на больничную койку, не соблюдая элементарных правил по обработке и приготовлению грибов. Ошибки многих лет научили жителей республики быть аккуратнее с одним из главных символов нашего края, уверены врачи. Виктория Палкина прогулялась по столичным грибным рынкам. В прошлом году первые грибные рынки в столице Коми начали работать лишь в начале августа. Этим летом свой бизнес любители тихой охоты открыли на месяц раньше. Правда, ассортимент небольшой. В продаже в основном только белые грибы. Пенсионерка из столичной Трехозерки Софья Булах знает все грибные места вокруг родного поселка. И от своих покупателей расположение лесных кладовых не скрывает, только предупреждает: пока большого урожая не ждите. Для себя-то ноги собрали. Видите, вот все мы режем. Коллеги по бизнесу с раскрытием лесных огородов осторожничают. Вот красноголовики из-под Сыктывкара, а вот боровики из Карткиросского района. Больше никаких подробностей. Как признаются любители тихой охоты, график работы этим летом у них напряженный. В лесу они проводят целый день, чтобы собрать дикоросы на продажу. Сейчас еще рано, это первый выход. Вот. Ну, не так много, но качество, конечно. То холод был, то дождей много было. Вот. И поэтому червивых очень много. Цены на дары леса в столице Коми разнятся. Если на площади Габова 3-литровое ведро белых грибов обойдется в 500 рублей, то на Пятачке перед железнодорожным вокзалом есть варианты подешевле. 5 литров можно купить всего за 300 целковых. Здесь же, кстати, и ягодами торгуют. Есть и лесная земляника, и дачная клубника. За такое ведро попросят аж 800 рублей. Покупатели перед тем, как начать торговаться, интересуются происхождением продукта. Спрашивают, где у вас дача, где собрали, чем подкормили. Навозной водой осенью. Больше ничем. Ягод в этом году не будет, сетуют дачники. Смородина с малиной замерзли. В лесу, скорее всего, ожидается такая же картина. Запастись морожкой и черникой снова не получится. Любители тихой охоты надеются только на грибы. Их выходы этим летом ожидаются массовые. Прогнозы бывалых грибников подтверждают и биологи региона. Виктория Палкина, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывкар.